Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. Баадрагунба провел внеочередное заседание Совета Безопасности. Обсуждалась ситуация, связанная с нарушением БПЛА воздушного пространства Республики Абхазия. Кабмин Абхазии утвердил ряд ведомственных программ Минздрава и Минсельхоза, а также принял решение о доплатах за ученые звания. Важности соблюдения правил дорожного движения был посвящен открытый классный час в 3-й средней школе столицы. Мероприятие прошло с участием министра внутренних дел Роберта Киут. «Золото Абхазии» – так называется небольшая компания, где производят натуральную косметику, кремы, мыло, средства по уходу за волосами и не только. Президент Баадрагунба провел внеочередное заседание Совета Безопасности. Обсуждалась ситуация, связанная с нарушением беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства Республики Абхазия. Руководство Министерства обороны доложило о мерах, предпринимаемых для нейтрализации БПЛА. Глава государства поставил перед силовыми структурами задачу обеспечить четкую координацию действий всех задействованных ведомств при реагировании на подобные инциденты. Также поручено организовать разъяснительную работу среди населения о правилах поведения и необходимых мерах безопасности в случае возникновения подобных ситуаций. В заседании Совбеза приняли участие руководители всех силовых ведомств страны. Секретарь Совбеза Рауль Лолуа после заседания сообщил, что определить происхождение беспилотников пока не удалось. Потребуется дополнительное время для изучения их типа и целей. На этом Совбезе президент заслушал доклад Министерства обороны о вчерашних инцидентах. Здесь мы понимаем, что воздушное пространство Республики Абхазия нарушило около 30 беспилотников. Их было 3 волны. И до суши долетело всего 14 беспилотников. Остальные были нейтрализованы и упали в море. Заслушивался также доклад и определялось взаимодействие между всеми силовыми структурами Республики Абхазия, между Министерством внутренних дел, МЧС, Министерством обороны, Службой государственной безопасности. И в таких событиях все должны работать скоординированно и свои действия координировать между собой. Эти беспилотники, по предварительным данным, установить их производство пока мы не можем. Нам необходимо дополнительное время для того, чтобы специалисты изучили тип беспилотников, характер беспилотников и какие цели они выбирали. Здесь важно еще нам знать, что население должно знать, что сами беспилотники по определенным нашим данным и той информации, которую мы собрали, не наносили удар по территории Республики Абхазия. Видимо, средствами РЭП они были нейтрализованы и разлетались в разные стороны. Опасно это? Конечно, да, опасно. И на Совбезе мы это обсуждали, какие шаги нам необходимы, какие действия нам необходимы для того, чтобы защитить наше население, защитить нашу инфраструктуру и не допустить впредь такие акции. Важно тоже еще отметить, что такого рода инциденты у нас уже были и ранее. Мы на Совбезе проводили консультации по этому поводу, и после последнего Совбеза необходимые меры были предприняты. И сейчас они в определенной части дали свои плоды. Очень важно также обратиться к нашему населению о том, чтобы в случае обнаружения беспилотников ни в коем случае не подходили к упавшим осколкам. Это очень опасно. Опасно в том, что они могут быть еще не разорвавшиеся, они могут быть определенными начинными элементами, поэтому в случае обнаружения необходимо сообщать специальным нашим службам, Министерству внутренних дел, МЧС и Министерству обороны. Задачи президент четкие поставил всем службам: действовать сообща, информировать постоянно и мониторить ситуацию. Вы знаете, что
Многие страны подвергаются в последнее время атаке беспилотников, и Абхазия тоже в этом плане подвергается атаке. Поэтому наша задача все сделать для того, чтобы это минимизировать. И все наши службы, непосредственно Министерство обороны, выполняют поставленные задачи. 99% из зафиксированных в небе Абхазии 4 марта дронов были уничтожены, сообщил командующий ВВС и ПВО генерал-лейтенант Отгур Гумба. Один из дронов при падении повредил линию электропередачи, которая была оперативно восстановлена. Дежурными силами и средствами противовоздушной обороны и подразделениями радиоэлектронной борьбы во взаимодействии с вооруженными силами Российской Федерации в круглосуточном режиме проводятся мероприятия по пресечению нарушений воздушного пространства Абхазии неопознанными БПЛА. Ситуация находится под контролем, подчеркнули в оборонном ведомстве. Отгур Гумба также прокомментировал сообщение о нарушении водных границ Абхазии. Данная информация не соответствует действительности, отметил Гумба. Все эти падения беспилотных средств – это взаимодействие вооруженных сил Республики Абхазии и Российской Федерации. И все под контролем. В данный момент мы должны понимать, в данный момент мы не являлись целью. Цель – это другие цели, там, виды российских. Ну, еще, ясное дело, идет плюс и разведка. Потому что вы понимаете, что у нас общий враг один, и там, и здесь. И они, конечно, тоже взаимодействуют так же. Налет был около 30 беспилотников. Там плюс-минус, может быть, 2, где-то могу ошибиться. 99% уничтожены. И населению большое спасибо, которое нам звонит и говорит, что такие случаи, где видят, но еще большая просьба к населению не подходить к этим средствам, которые упали на землю, ближе, чем 25-30 метров, пускай звонят, кому положено. Если это взрослый человек, пускай оцепление какое-то организует, чтобы, не дай бог, дети подходили. Все они начинены взрывчатым веществом, и бывает такое, что когда переворачивают, срабатывает взрыватель и взорвется, и поубивает людей. Только через специалистов. Нарушения водных границ не было. Не было, ну, еще информация шла, что к границе большая техника подъехала со стороны МГУР. Этого тоже не было. Насчет пролета БПЛА над Сухумом, над кромкой Сухумы согласен было, но прямо над Сухумой не было. Но это, опять же, та же самая проблема, когда мы видим, что уже над городом, мы стараемся не стрелять, чтобы обломки не упали в город. Понимаете, да, по безопасности. Мы даем пройти. И дальше, если мы можем, уже доуничтожаем. Теперь к новостям с Ближнего Востока. Эскалация между Ираном, Израилем и США, которая началась меньше недели назад, выходит за границы региона. Вооруженные силы Азербайджана приведены в состояние боевой готовности номер 1 после падения беспилотников в Нахичеване. Беспилотники упали рядом со школой и аэропортом. Сообщается о 2 пострадавших. Утверждается, что беспилотники были якобы запущены с территории Ирана. Однако Тегеран отрицает причастность к падению БПЛА, подчеркивая, что уважает суверенитет всех соседних стран. Также в Генштабе вооруженных сил Ирана считают, что к атаке причастен Израиль, чтобы таким образом обвинить Тегеран. Президент Азербайджана сказал, что расценивает случившееся как теракт против Азербайджана и призвал Иран принести извинения. Ильхам Алиев добавил, что вооруженным силам было приказано подготовить и осуществить ответные меры. В самом Иране продолжаются израиль-американские ракетные удары. Также Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В самом Иране сообщается, что число погибших возросло до 1230 человек. Глава бюро РТ в Иране Хами Хамиди стал свидетелем одной из таких атак. Мы приехали сюда только для съемок. Как видите, этот район только что подвергся нападению Израиля. Только что был атакован. Сейчас мы находимся в Восточном Тегеране. Где совершаются американо-израильские атаки. Более 6-7 районов только что подверглись нападению. Мы находимся в районе Хаваран. Он находится рядом с жилым комплексом.
где здания были полностью разрушены в среду. Мы приехали сюда снимать. В районах, которые только что подверглись нападению, было много мирных жителей. Почему в небе Абхазии в последнее время наблюдается все больше беспилотников и связано ли это с событиями на Ближнем Востоке? Своим мнением поделился политолог Беслан Камке. Появление активизации беспилотников над Абхазией – это, конечно, не случайный момент, а оно является звеном той эскалации, которая сегодня идет по направлению Украины, по направлению иранского противостояния. Конечно, усиление военного присутствия, военно-политического присутствия везде оно будет связано с эскалацией в этих территориях. Поэтому есть конкретные интересы у Запада сохранить, укрепить Грузию в своих структурах, и в евроструктурах, и в НАТО, и с тем, чтобы показать ее поддержку Грузии, возможно, и такие варианты, такие мотивации присутствуют. Можно по-разному это проинтерпретировать, но факт то, что появление этих дронов, они связаны с переговорными предстоящими процессами по Украине, по мирному урегулированию его, и чтобы там, как заявила Кая Каллас, о том, что мирный процесс, мирное урегулирование на Украине будет связано с выводом военных российских баз с территории Грузии. И этот момент, он для того, чтобы усилить эту позицию, оно подкрепляется этими полетами, мне так кажется. Все это говорит о том, что та линия сдерживания России на территории Абхазии, оно будет сейчас уже видно, как усиливается это направление. Мне кажется, что это направление, оно имеет, основанием то, что еще и поддержать Грузию. Не случайно последние, вы знаете, что Грузия обращалась в западные структуры о том, чтобы отношения были выровнены или, установлены нормальные отношения. И в ответ присутствие военно-технических средств на территории Абхазии, оно в поддержке Грузии это осуществляется. Состояние энергетической отрасли в стране президент Бадрагунба обсудил с генеральным директором Черноморэнерго Тимуром Джинжоли. Смотрите репортаж со встречи сразу после новостей. Кабмин Абхазии принял решение о доплатах за ученые звания. Утверждены целевые программы Минздрава и Министерства сельского хозяйства. Члены правительства рассмотрели около 20 вопросов в повестке дня. Все подробности у Гугуцы Вардания. Кабмин утвердил 10 медицинских программ на 2026 год. На лечение граждан внутри страны и за ее пределами выделено 205 миллионов рублей из бюджета. Цель – снижение смертности, реабилитация детей и помощь пациентам с острыми заболеваниями. Также принята программа по обеспечению медучреждений лекарствами и изделиями. Помощь получат больные диабетом, беременные, дети с ДЦП и эпилепсией, а также пациенты с редкими заболеваниями и онкобольные. Реализации программы на 2026 год требуется финансирование в размере 250 миллионов рублей. Хотел бы, резюмируя данную программу, сказать, что в 2025 году на реализацию аналогичной целевой программы из средств республиканского бюджета было предусмотрено финансирование в объеме 250 миллионов рублей. Однако, в связи с необходимостью дополнительных расходов, включая обеспечение нового республиканского сосудистого центра при республиканской больнице, а также приобретение трубки для компьютерного томографа в ЦРБ Гудаутского района и палатного рентгеновского аппарата для республиканского реабилитационного центра в Гагре, объем финансирования был увеличен до 309 миллионов 655 тысяч рублей. Скорее всего, Владимир Валерьевич, также в 2026 году потребуется увеличение тех значений, которые были заложены. На противотуберкулезную помощь направлено 8 миллионов рублей. План охватить проверками 80% населения и снизить запущенные формы вдвое. Также утверждено бесплатное лекарственное обеспечение для женщин в роддомах и отделениях патологии беременности.
Финансирование программы в 2026 году предусмотрено в объеме 12 миллионов 488 тысяч рублей за счет средств обязательного медицинского страхования, что обеспечит выполнение всех запланированных мероприятий, включая закупку медицинских препаратов, расходных материалов, покрытие расходов на медицинское обследование женщин. На развитие заместительной почечной терапии, диализа выделено 60 миллионов рублей. На программу медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии – 6 миллионов. Правительство утвердило ведомственную целевую программу на лечение бесплодия с использованием метода ЭКО. Объем финансирования программы составляет 35 миллионов рублей, выделенных из бюджета фонда репатриации Республики Абхазия на 2026 год. Средства будут направлены на оплату процедур ЭКО, предварительного медицинского обследования и сопутствующих услуг. В 2025 году в рамках аналогичной программы было направлено 56 граждан на лечение бесплодия с использованием метода ЭКО. Общий объем финансирования в 2025 году составил 30 миллионов рублей, из которых было освоено 29 миллионов 400 тысяч рублей. Правительство утвердило ведомственную целевую программу по кадровому обеспечению системы здравоохранения Республики Абхазия. В 2026 году планируется продолжение обучения для 47 студентов, 56 ординаторов. Общий объем финансирования программы на 2026 год составляет 20 миллионов рублей, которые будут направлены на оплату обучения студентов. Из них средства будут также финансироваться обучение студентов в клинической ординатуре по наиболее востребованным специальностям. Теперь в обязательном порядке при заключении договоров установить о том, что лица, обучающиеся за счет средств государства, в обязательном порядке должны вернуться и работать в учреждениях Республики Абхазия. На реализацию ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства в этом году из республиканского бюджета выделено 500 миллионов рублей. Средства пойдут на гранты и субсидии, закупку и ремонт сельхозтехники, средства защиты растений, а также на поддержку администрации сел. На реализацию проектов за 5 лет направлено 519,5 миллионов рублей. Всего за весь период программы, включая 2025 год, одобрено 1189 проектов из более 2500 проектов. На сегодняшний день практически в Министерстве сельского хозяйства на доработку, на освоение находится более 3000 уже заявок от нашего населения, от крестьян, от сельских территорий. Правительство утвердило правила казначейского сопровождения бюджетных средств в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2026 год. Согласно правилам, такие получатели обязаны открывать лицевые счета в управлении казначейства Минфина, вести раздельный учет операций по каждому контракту, соблюдать запрет на нецелевое использование средств. В 2025 году на поддержку семей с детьми из фонда репатриации направили 120 миллионов рублей. По словам исполняющей обязанности министра социального обеспечения Камы Адзенба, выплаты составили 100 тысяч рублей за первых 3 детей и 200 тысяч рублей за 4-го и последующих. Кабмин утвердил порядок легализации старых подключений к электросетям. Речь об организациях, которые фактически пользуются мощностями с 1991 по 2009 год, но не имеют документов. Министр энергетики Батал Мушба уточнил, процедура касается только подтверждения прав на уже существующие сети и не распространяется на новых потребителей или объекты, построенные после 2009 года. Постановление об особом порядке техприсоединения к электросетям будет действовать до 1 июня 2026 года. Здесь речь не идет о том, что в каком-то упрощенном или особом порядке будет подтверждаться или предоставляться право технологического присоединения технологических мощностей для новых объектов или для объектов, которые появились в период после 2009 года и не функционировавшие до 27 сентября 1991. Это важно отметить. Более того, для ясности, наверное, необходимо сказать, что в целом подобный проект принимался несколько лет назад, и сейчас есть тоже понимание, да, перечень этих субъектов, для кого необходимо получить это документальное подтверждение технических электрических мощностей по технологическому присоединению к сетям единого оператора. Также я бы хотел сказать, что в случае отсутствия согласия
единого оператора в ранее указанный период, отсутствие документально подтвержденных документов, связанных с схемой электроснабжения, с балансовыми границами. Будет приниматься индивидуальное решение в рамках созданной межведомственной комиссии с участием, конечно же, в первую очередь единого оператора и представителей местной администрации. Учрежден ежегодный международный фестиваль Ахахуиса, посвященный памяти Баграта Шимба и продвижению абхазского языка. Также одобрены изменения в соглашении о сотрудничестве между Абхазией и Башкортостаном в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. С 1 июля 2026 года втрое увеличатся доплаты за ученые степени. Ежемесячные надбавки для докторов наук вырастут с 1000 до 3000 рублей, а для кандидатов наук с 700 до 2000 рублей. Гугут Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Бывший посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладари удостоен одной из высших наград республики – ордена Хосе де Маркалета в степени Большой Крест. Торжественная церемония состоялась в среду в здании МИД Абхазии в онлайн-формате при участии представителей никарагуанской стороны. Орден присужден дипломату за особые заслуги перед народом и правительством Никарагуа, а также за значительный вклад в укрепление двусторонних отношений между Сухумом и Манагуа. Это прежде всего работа всей команды Министерства иностранных дел Республики Абхазия, посольства Республики Абхазия в Никарагуа, всех тех моих коллег, с кем я начинал эту работу, с кем мы продолжаем эту работу. Это оценка всей нашей работы нашей общей команды. И для меня сегодня большая честь принять этот орден и большая ответственность также. Я убежден, что и дальше мы будем укреплять взаимоотношения Абхазии и Никарагуа. Безусловно, это наш друг. Я убежден, что эти отношения будут крепнуть, укрепляться. Да, и все мы сделаем так, что наши страны, наши народы будут двигаться вместе, в дружбе, в братстве, в мире. Впервые абхазский дипломат награждается зарубежным орденом столь высокого достоинства. Конечно, наряду с поздравлениями я хочу сказать о той роли, которую сыграл Инар Ладария в деле установления, упрочения отношений между Республикой Никарагуа и Республикой Абхазия. Это поистине был пример талантливого, самоотверженного, высокого служения своей стране. Республика Никарагуа – это очень важный для нас партнер, союзник и друг, хотя и находится на значительном географическом удалении от Республики Абхазия. Не случайно мы постоянно говорим о том, какую принципиальную позицию всегда на международных площадках, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций, при голосованиях по абхазским вопросам занимает Республика Никарагуа. Героев Крымской весны из Абхазии наградили в Симферополе. 4 абхазских добровольцев, защищавших Крым в 2014 году, получили медали за защиту Крыма. Награды вручили самым активным участникам событий. Среди них Вадим Мироненко, командир отряда абхазских бойцов. В далеком 2014 году не только крымчане были в строю, но и со всей России. Приезжали, становились в строй и защищали нашу крымскую весну, нашу русскую весну. В том числе были и ребята из Абхазии. Старшим командиром этой группы был Вадим Николаевич Мироненко, мой друг, соратник, с которым мы уже побратились так, что мы уже заключили договор о взаимопомощи, взаимодействии нашими общественными организациями. Сегодня мы наградили тех ребят, которые были здесь и защитили бок о бок с нами, защитили наш русский мир, крымскую весну. И, как говорили наши деды и отцы, повторюсь, никто не забыт, ничто не забыто.
Для меня важно прежде всего награды тех бойцов, которые были вместе со мной. Ведь для меня было очень сложное решение, принять решение, прийти в другое государство, как бы помогать своим братьям. Но получилось так, что одного из наших друзей, его как бы взяли в заложники. Это было в Киеве. Ну, мы встали и приехали. Приехали на защиту своего русского мира, естественно. Я приехал не один. Со мной были и славяне ребята, казаки были, и осетины были ребята. Что для меня Крымская весна? Это начало сопротивления. Наконец-то начало сопротивления русского народа против всего западного мира, который вот навязывал нам свою культуру до определенного времени. Сегодня это все кончается. Важности соблюдения правил дорожного движения был посвящен открытый классный час в 3-й средней школе столицы. Мероприятие прошло с участием министра внутренних дел Роберта Киута, а всем учащимся были розданы красочные полезные книжки. Ирена Богателя расскажет о необычном уроке. Ситуация с безопасностью на дорогах нашей республики остается сложной. Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения нужно с детства. Выполняя эту важную задачу, в 3-й средней школе педагоги проводят классный час. На встречу приглашаются и сотрудники ГИБДД, а сегодняшнее мероприятие посетил и министр внутренних дел Роберт Киут. Здесь наглядно видно, что преподавательским составом ведется такая прям вот комплексная работа, направленная на обучение наших детей, и чему мы благодарны в первую очередь, и, конечно же, готовы оказывать содействие в дальнейшем в таких перспективных направлениях. Я думаю, что такие мероприятия мы будем продолжать не только по линии безопасности дорожного движения, но и по всем остальным воспитательным темам, которые сегодня очень важны для нашего общества. Сегодня в моем классе, в 3-м В-классе, проходит замечательное мероприятие «Классный час», посвященный дорожно-транспортным правилам, ПДД. Дети сегодня воодушевлены мероприятием. Сегодня у нас много гостей. Я надеюсь, что дети раскроются и покажут все знания, которые они сегодня уже с навыком своих знаний придут к нам на классный час. 36 учеников разделились на команды и в игровой форме продемонстрировали свои знания о правилах дорожного движения, которые до этого приобрели в школе. Они соревновались между собой, читали стихотворения, решали ребусы, пели песни. Помимо этого, дети с успехом отвечали на вопросы пришедших на урок гостей. Часто, наверное, видите, да, когда вас везут в школу, по дороге происходит дорожно-транспортное происшествие. Вот как сотрудник должен себя повести в первую очередь, когда происходит дорожно-транспортное происшествие? Он должен вызвать первую медицинскую помощь, а после этого он должен разобраться, из-за чего произошла авария. Предложение провести открытый классный час на тему ПДД поступило от Управления образования столицы. Школа, педагоги и учащиеся приняли предложение с энтузиазмом и провели урок на достойном уровне. Мы очень рады, что вы сделали первый шаг в 3-ю школу. Надеюсь, наши детки не подвели. Правда, должна сказать, что мало было у них времени на такую серьезную подготовку, но они справились. Жизнь начинается с начального и с дошкольного учреждения. Если у нас будет такая основа, если у нас будет такая база, я думаю, что в среднем и старшем звене мы будем ходить по правилам дорожного движения, будет у нас культура ходьбы, культура езды. Я думаю, что это не первый шаг, это не первое начало. Со временем у нас очень много интересных будет задумок.
И я думаю, что это все в помощь, в методическом направлении. Для лучшего закрепления знаний сотрудники МВД вручили ученикам небольшие книжки с правилами дорожного движения. Все знания в них преподнесены для детей в форме сказки. Книги были изданы несколько лет назад. Сейчас их переиздали на русском и абхазском языках в количестве 2000 экземпляров. В ближайшее время они будут розданы во все школы республики. Мы, в свою очередь, подготовили определенную брошюру, в которой здесь в виде иллюстраций и познавательных, так скажем, тем отражена именно работа наша по безопасности дорожного движения. Я уверен, что вы эту программу освоите. Мы, конечно же, будем дальше продолжать эту работу. Для нас это очень важно. Важно воспитание нашей молодежи, которая в дальнейшем выйдет на дороги и будет участниками дорожного движения. Дети показали большую активность и заинтересованность во время урока. Несомненно, знания, которые они получили, им пригодятся. Сегодня мне понравилось, что я был капитаном команды, и этот классный час мне очень сильно понравился. Почему? Потому что моя ученица Виктория Владимировна самая лучшая, и игры понравились. Конечно же, школа дает многое в деле воспитания, в том числе учит, как вести себя в общественных местах и на улице. Но о правилах безопасности на дороге прежде всего не должны забывать взрослые, которые должны быть примером подражания и для своих детей. Ирина Богателя, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. «Золото Абхазии» – так называется небольшая компания, где производят натуральную косметику. Различные кремы, мыло, средства по уходу за волосами и не только. Компания предлагает большой ассортимент продукции, сделанной из природных компонентов. Нала Чинжерия протестировала золотую продукцию. О том, что в Абхазии производится абхазская косметика, знают не все. Вдали от городской суеты в селе Аракич находится дом, где каждый день пропитан ароматом косметики. И все это из натуральных биологически активных веществ. Вся косметика создается на основе местных натуральных компонентов. Такой красивой миссией занимается компания-производитель «Золото Абхазии». Процесс начинается с водного этапа. При этом нужно отметить, что вода в чистом виде или же дистиллированная не используется. Вся водная фаза в абхазской косметике всегда замещается либо гидролатом, либо другими важными, принципиальными для Абхазии составляющими. Что это может вместо быть воды? Это может быть вино. И мы это делаем. Но только абхазское из абхазских аборигенных сортов винограда. Понятно, да? Это может быть сыворотка молочная. Мы используем один вид сыворотки. Мы используем сыворотку буйволиного молока. Это тоже водная фаза. Мы используем виноградный дистиллят чачу в нескольких продуктах. И это тоже принципиально. Ну и минеральную воду из горячих термальных источников Абхазии. Компания «Золото Абхазии» производит более 50 косметических средств. Это масла, тоники, скрабы, шампуни, гели для душа, бальзамы, мыло, кремы, маска для волос, сыворотки для лица и многое другое. Запах и цвет абхазской косметики определяются исключительно ароматами цветов и входящих в нее ингредиентов. Одним словом, без отдушек, красителей и ароматизаторов. Каждая бутылочка, каждая баночка в нашей продукции сопровождается специальной, уникальной, некопируемой защитной меткой, на которой имеется специально сгенерированный QR-код, который указывает на том, что это уникальная, аутентичная продукция. Это сделано для того, чтобы обеспечить защиту продукции от подделки. Мы сознательно идем на этот механизм. Он не самый простой, достаточно затратный, но в отсутствии в Абхазии аналога проекта «Честный знак», да, мы вынуждены, по сути говоря, самостоятельно решать эту задачу.
Здесь же на складах хранятся запасы органического сырья для будущей косметики. Это зеленый чай, виноградная косточка, плод мушмулы и фихуа, цедра лимона и мандарина, плоды апельсина, листья эвкалипта. Все это закупается у местных фермеров. На данный момент в сушилках местная мимоза, которая дает заживляющий эффект в косметологии. Поверхности соприкосновения между растением, верхним слоем растения и воздухом должна быть температура максимальная 40 градусов. По времени сколько сушить? А вот все зависит от растения. Мандариновая корка сохнет где-то приблизительно 4 суток. Мимоза 3 дня. Инжир сохнет дольше. Какие-то мушмула сохнет дольше. Сейчас в помещении у нас 40 градусов. Как сделать так, чтобы мы не убили витаминную составляющую? Да? Надо обеспечить температурный и влажностный режим в процессе сушки. Предприниматель Сергей Андриянов переехал в нашу страну более 10 лет назад. В прошлом политик, а в настоящее время технолог. Когда Сергей Николаевич создавал компанию «Золото Абхазии», речь о косметике даже не шла. Вначале они готовили заготовки для российских производителей косметики. А уже позже появилась идея производить абхазскую продукцию на месте. Здесь даже кремовые эмульсии производятся только холодным способом, без нагрева массы. Это принципиальное отличие, то, чего делаем мы, от того, что делают все. Нам этот эмульгатор позволяет делать холодным способом, практически по технологии домашнего майонеза, и при этом сохранять все активные вещества, которые мы туда вводим. То есть вот все. Вот все, что бы мы туда не добавили, мы получаем при этом уникальную, устойчивую, видите, да, массу. «Золото Абхазии» выпускает как домашнюю серию, так и профессиональную линейку. Если вначале абхазскую косметику закупали в основном россияне, то сейчас ее интересуются и местные жители. В общем, на производстве трудится 6 человек. Некоторые из них приезжают каждый день из Галского и Ткварчалского районов. Мака Карасанидзе работает с косметикой уже 4 месяца. Я сейчас делаю, это называется крем 6, это для возрастной плюс 45 и для уставшей кожи лица. Мы готовы, уже крем заливаем вот сюда, и вот это через аппарат уже подливаем сюда. Закрываем вот как обычно, ставим этикетку. Нормально, нравится все. Привыкли к работе. Я живу в Гале, каждый день нас возят туда и обратно. 96% органического сырья компания производит сама, и только 4% закупается. За месяц компания может произвести 15 тысяч единиц продукции, имея 3 фирменных магазина на территории республики. Также работает интернет-магазин. Предприятие имеет свой сад. Здесь можно увидеть плоды грейпфрута, помело, лимоны и мандарины, которые в дальнейшем становятся основой абхазской косметики. В планах вывести новые ароматы из кожуры помело. Кстати, ее уже высушили и помололи. Нала Чхинджерия, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Абхазию ждет 3 выходных дня. 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, согласно производственному календарю, объявлен нерабочим днем. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 6 марта в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем дождь, местами туман, температура воздуха ночью 1,6, днем 3,8 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.